Мы стояли уже после войны, стояли в городе Веймар, Тюрингия. Фотографии с фронта – единственная память, которая осталась у Михаила Халапова о Великой Отечественной войне. Он ушел на фронт в 17 лет после окончания кавалерийской школы. Буквально через несколько месяцев он получил первое звание. Сначала младшего лейтенанта, а затем старшего. Спустя некоторое время Михаил стал командиром взвода. В мае месяце 1944 года я с ротой солдат поехал на фронт. Я попал в 13-ю Рогачевскую дивизию с солдатами ордена Богдана Хмельницкого, РГК, резерв главного командования. Она прикреплена была к 8-й гвардейской армии Чуйкова. С этой дивизии мы освобождали Белоруссию, закрепились на Веселенском плацдарме. И в январе 1945 года наступление за освобождение Варшавы. Каждая медаль Михаилу дорога по-своему, однако награда за взятие Берлина он дорожит особенно. 2 мая – этот день он запомнил на всю жизнь. В апреле месяце мы пошли, значит, на Берлин. 2 мая по тревоге нас подняли. Оказалось, немецкие эсэсовские части, в группе примерно 10 тысяч, потом в 2 направлениях хотели уйти к американцам. В полном бою пошел бой. И я с 2 взводами, крупнокалиберными пулеметами, встретил эту действительно на переднем крае. Бой был до вечера. Немцы не сдавались еще. Потом подкрепление подошло к танковой части. Немцы, видя бесполезность, подняли белый флаг. Вот это я уже закончил войну. Служба в Сибири далась сложнее всего. Ночевали в землянках, от холода порой начинала болеть голова, вспоминает ветеран. Такие ветры и морозы, что голова раскалывалась, задыхались от этого ветра и морозов. Повернешься вот так, метели, сильные же метели. Сибирь есть Сибирь. Живет герой Великой Отечественной войны с супругой. Вера тоже ветеран. В этом году 9 мая они отметят сразу 2 праздника – День Победы и 65 лет совместной жизни. Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Джамлы Хаджалиев. Новости.